Более 947 миллионов рублей будет дополнительно направлено на реализацию программ устойчивого развития предприятий энергетики и ЖКХ в Ингушетии, Дагестане и Северной Осетии, которые стали пилотными регионами в этом проекте. Ингушетия до конца года получит порядка 80 миллионов рублей. Средства позволят обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных региональными программами. В их числе консолидация регионального имущественного комплекса ЖКХ на базе созданных в каждом субъекте единых операторов, привлечение в отрасль квалифицированных специалистов и установление экономически обоснованных тарифов. В Сунже была проведена комплексная проверка заправочных станций. В ней приняли участие сотрудники администрации города, прокуратуры Сунжинского района, Ростехнадзора, МЧС, инспекции труда и газовой службы. Специалисты оценили состояние объектов с точки зрения обеспечения безопасности, а также проверили наличие необходимых разрешительных документов и соблюдение норм охраны труда. Проверка проводилась с целью выявления соблюдения требований пожарной безопасности. Были проанализированы разрешительные документы на эксплуатацию заправочных станций, включая лицензии и сертификаты соответствия, а также легализации трудовых отношений. В Ингушетии подведены итоги второго конкурса, организованного в рамках социального проекта «Спаси Грута». За время проведения конкурса было собрано более 11 тысяч килограммов вторичных материалов. Всего в нем приняло участие 6732 человека из 12 образовательных учреждений региона. Лидером конкурса стала школа номер 1 города Карабулака, учащиеся которой собрали 4004 килограмма вторичных материалов. В рамках проекта школа получила награду в виде проектора на сумму 30 тысяч рублей. Банк России приглашает всех желающих принять участие в онлайн-голосовании за символы на оборотной стороне банкноты номиналом 1000 рублей, которая посвящена Приволжскому федеральному округу. Лицевая сторона купюры с изображением Нижнего Новгорода была представлена еще в 2023 году и останется прежней. В списке для голосования 25 объектов из разных регионов Приволжья. Для участия в голосовании нужно будет зайти на официальный сайт Банка России, перейти в раздел «Наличное денежное обращение» и кликнуть на выбор символов для банкнот. Голосование завершится 12 декабря в 12 часов по московскому времени. Опоздавшие на рейс пассажиры смогут воспользоваться обратным билетом. Такая возможность появится с 1 сентября следующего года. Нововведение утвердили в Минтрансе пока на 6 лет. Сейчас, если пассажир купил билет туда-обратно и опоздал на рейс, авиакомпании могут аннулировать сразу весь заказ. Дополнительных комиссий за опоздание на рейс тоже больше нет. Пассажир оплачивает только фактические расходы перевозчика. Также более прозрачным и понятным станет ценообразование. Всех перевозчиков обязали разработать соответствующие документы с информацией, из чего складывается стоимость билета. Минздрав России планирует изменить порядок формирования больничных. Новые правила могут вступить в силу с 1 сентября 2025 года. Они предусматривают учет количества выданных листков нетрудоспособности гражданину. Благодаря такому учету планируется выявлять причины состояния больного и принимать меры по улучшению оказания медицинской помощи. Если в течение полугода больничный оформлялся 4-жды, за исключением случаев ухода за больным родственником, медицинской реабилитации, получения медпомощи при социально значимых заболеваниях и заболеваниях, требующих медпомощи методом заместительной почечной терапии, то врач должен будет передавать медицинскую документацию врачебной комиссии. Заменить репетиторство для школьников на бесплатные услуги предложили в России. Соответствующую инициативу закрепят в стратегии развития образования с 2036 по 2040 годы. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. По его словам, данная мера должна повысить качество образования. Согласно задумке, после получения таких бесплатных услуг школьники должны будут сдавать единый государственный экзамен без необходимости привлечения платных специалистов. К разработке документа привлекли порядка 500 специалистов. Мошенники начали использовать новую схему, связанную с доставкой цветов, рассказали в МВД. Злоумышленник под видом курьера привозит букет, который никто не заказывал. На следующий день гражданину звонят из той же службы доставки, и лжесотрудник под предлогом заполнения отчетности просит продиктовать код из СМС-сообщения. Как отмечают эксперты, этот код подтверждает финансовую операцию. Ранее также сообщалось о новогодней схеме отъема денег в Telegram. Многие крупные компании устраивают для клиентов и пользователей розыгрыши призов, особенно к новогодним праздникам. Аферисты создают в Telegram лже-аккаунты в стиле известных брендов и маркетплейсов и от их имени предлагают клиентам принять участие в розыгрыше, а затем пытаются выудить личную информацию.